Мы сейчас с участием поддержкой президента республики уже приступили к созданию современных образовательных комплексов. Сегодня Минтимир Шаймиев экскурсию по объектам исторического наследия начинает не как обычно. Древний Болгар и храмы острова Града-Свияжск уже под охраной ЮНЕСКО. Новый гендиректор организации Одри Азуле хоть и не видела их воочию, знает, тут не ограничились словами. А теперь новый проект «Полилингвальная школа». К 2020 году откроют первую, а планы уже на целых 6. Я с вами очень согласен, когда вы сказали, из многих приоритетов это образование. Это основа. Это была всегда основа. Детально говорят уже в резиденции президента в Кремле. Объект культурного наследия ЮНЕСКО Одри Азуле видит впервые. Президент не скрывает гордости. Для нас большая честь, что из 3 объектов последних 5 лет нашей страны 2 объекта представляют Республику Татарстан. И тут же продолжает. Благодаря им Татарстан становится центром притяжения туристов. Масштабные работы по сохранению и возрождению историко-культурного наследия способствуют значительному увеличению количества туристов. Булгар и Свияжск. Вот статистика за 9 лет практически 20 раз увеличилось количество туристов. Не в 2, не в 3, а в 20 раз. Сегодня это порядка 1 100 000 человек. И останавливаться не будут. Впереди тот самый масштабный проект полилингвальной школы от Минтимира Шаймиева. Серьезный разговор президент прерывает для фото в соцсети. Одри улыбается и поддерживает идею о создании Дней ЮНЕСКО в Татарстане. Прекрасные взаимоотношения должны стать еще более достойными. Это позволит продолжить налаженную работу от идеи до воплощения. А после подарок – кукла в национальной одежде и платок с татарским орнаментом. Одри Азуле обещает вернуться. Дел еще много. Сегодня Одри Азуле воочию увидела лишь один объект культурного наследия ЮНЕСКО. Все остальное на макетах. Однако уже в следующий приезд ей обещали показать все и даже уникальный музей археологии дерева. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.